9 сентября состоялось торжественное открытие Кыргызско-российского IT-форума. Организаторами мероприятия выступили Федеральное казенное учреждение государственной технологии, Государственное предприятие «Инфоком» и Кыргызско-российский славянский университет имени Бориса Ельцина. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, партнеры, позвольте приветствовать вас от имени Министерства цифрового развития Кыргызской Республики и от себя лично, выразить огромную благодарность за предоставленное слово. Мы очень рады вас всех видеть в качестве, и Министерство цифрового развития, выступая в качестве соорганизатора Кыргызско-российского IT-форума, приветствуя наших гостей, мы надеемся на плодотворное, активное времяпровождение. Самое главное, результативное времяпровождение. Цифровая тематика, она уже неразрывна от нашей повседневной жизни. Она настолько вошла в нашу жизнь, в здоровье, в социальную жизнь, в экономику, что мы не можем рассматривать цифровую повестку как отдельную от нашей повседневной жизни. Цифровая трансформация сегодня имеет ключевое значение для социально-экономического развития любого государства. Как вы знаете, в нашей стране активно реализуется национальная программа «Цифровая экономика», которая заложила основу для перехода всех сфер нашей жизни на новый уклад. 97% семей должны иметь возможность пользоваться быстрым и дешевым интернетом. Скоростной мобильный интернет будет доступен в каждом населенном пункте, а 95% госуслуг должны быть доступны в электронном виде. Выражаю надежду, что сегодняшнее мероприятие позволит не только обменяться мнениями в этом вопросе, но и вывести нас на какие-то практические совместные решения и проекты. Позвольте мне от имени Кыргызско-российского славянского университета приветствовать всех участников, также присоединиться ко всем пожеланиям успешной плодотворной работы. Действительно, сейчас во всем мире развиваются цифровые платформы, цифровое управление, и нам нельзя от этого отставать. И вы видите, как и наш президент, и правительство уделяют большое внимание созданию цифровых платформ, цифровому развитию страны. Позвольте мне еще раз пожелать успешной работе нашего форума, приветствовать вас после обеда на секционных заседаниях в стенах Кыргызско-российского славянского университета. Спасибо. Спасибо, Слава Фаргатович. На пленарном заседании эксперты обсудили вопросы, связанные с цифровой трансформацией Кыргызской Республики, рынком IT-компаний Кыргызстана, единой цифровой платформой Гостех и многое другое. Беларусь принят Некоторых видов налогов, то есть цель была в 2011 году далеком. Есть специальный закон на парке, и цели добились. Затем состоялась церемония подписания соглашения между госпредприятием «Инфоком» и Славянским университетом о сотрудничестве по развитию образовательных программ, а также меморандума о сотрудничестве между КРСУ и ФКУ Гостех. Работа конференции продолжилась в стенах университета в двух секциях: пути российско-кыргызской интеграции в условиях цифровой экономики и подготовка IT-кадров. Участники обсудили тенденции развития искусственного интеллекта, основные направления его применения, новые вызовы в цифровой безопасности, особенности подготовки кадров в условиях цифровизации, опыт России и Кыргызстана при подготовке IT-кадров и многое другое.